Добрый вечер, дорогие друзья! Снова с вами я, Юлия Барбакол, и программа «Вечерняя Тува». Спешу поздравить вас с прекрасным праздником, с Днем защитников Отечества. Ну а сегодня у нас в гостях талантливый, прекрасный, самый красивый мужчина в нашем городе Кызыл, руководитель агентства по делам молодежи Эртене Кулар. Привет, Юля. Ну что, как ваши дела? Дела замечательно. Ну что, о чем мы сегодня поговорим? На самом деле, я расскажу вам один факт. Основателем, автором программы «Вечерняя Тува» является он. Вот как у вас зародилась такая идея? Ну, в целом, «Вечерняя Тува» просто хотелось, то есть молодежи всей республики рассказать о талантливых людях, не только о молодежи, а вообще о талантливых людях, может быть, даже о людях, которых там единичные, да, то есть во всем мире, например, как Тайган Амычек, да, таксидермистка, которая имитирует большинство голосов птиц. Ну, это уникальные люди, с ними, о них надо рассказывать, о их способности надо показывать, тем самым вот зародилась идея программы «Вечерняя Тува». И потом, почему именно вечерняя? Потому что мы программу запускали после работы по вечерам, там с 7 до 9 вечера мы звали гостей, снимали, и все это у нас проходило в формате прямого эфира, чтобы любой желающий человек мог задать вопрос и прямо там же в прямом эфире получить ответ. Сейчас вот что-то не то, да? Да, сейчас мы перешли при поддержке телекомпании Тува-24, перешли в студию Тува-24, то есть выражаю благодарность редакторам, главному редактору Тува-24, да, о том, что предоставили эту возможность снимать в их студии и пользоваться с их оборудованием совершенно, так скажем, бесплатно. Мне когда-нибудь спасибо кто-нибудь скажет в этой жизни, шучу. Ну и спасибо, что ты ведешь. Ну ладно, на самом деле ведущим был Эртене, а я его забрала, шучу. Ну просто он меня позвал, как я могла отказаться, конечно, спасибо, что вы меня позвали. Есть какие-нибудь еще проекты, которые вы хотите воплотить именно какого-нибудь формата? Ну, что-то такое, да. Да, в планах есть идеи, тоже, примерно такого формата. Это может быть интеллектуальный, там какая-нибудь программа, да, то есть, например, к примеру, «Блеск умом». Это, я считаю, что это тоже один из замечательных, так скажем, программ. То есть на сегодняшний день, так скажем, в видеопространстве, да, то есть в целом у нас в Туве в основном это программа новостного формата, да, то есть прям такого развлекательного, простого, в котором можно и посмеяться, поугарать друг над другом и так далее. То есть таких форматов у нас мало, и хотелось бы организовать еще, скажем, более такой свободный формат, чтобы люди, конечно, там цензура будет, да, то есть, но чтобы молодежь могли выражать, там, проводить какие-нибудь трансляции, может быть, онлайн-концерты, то есть совершенно бесплатно любой желающий человек, чтобы мог посмотреть, и чтобы это было доступно каждому, у кого есть интернет. Тем более сейчас ВКонтакте становится бесплатным, если даже на счету денег нету, через госуслуги это можно подать. Если кто не знал, то можете смело подавать, и тем самым ВКонтакте это будет сейчас, так скажем, как и госуслуги, одним из таких важных социальных сетей в фри-режиме, то есть совершенно бесплатный режим, и тем самым можно смотреть, пользоваться ресурсами, и тем самым мы уже тоже будем делиться со всеми материалами в Ютубе, и в том числе трансляции на ВКонтакте. Поэтому подписывайтесь на группу агентства по делам молодежи, там очень интересно, вы входят всякие выпуски, посты очень интересные, новости. Ну ладно, поговорили про проекты, расскажите о себе. Кто вы, что вы, откуда приехали, или вы отсюда? Откуда я приехал, что я могу о себе рассказать? Я простой тувинский парень, родился я в Барнхеймском районе, в селе Кызылмажалок, у меня родители тоже оттуда. До 7 класса я там отучился,
7, 8, 9 класс я окончил Суквакскую среднюю школу, потом я был студентом Козырского, тогда еще автодорожного техникума, закончил Козырский транспортный техникум. Ну, когда 18 исполнилось, сразу я через месяц ушел в армию, отслужил, потом окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности экономика. Ну и параллельно, когда я был студентом первого курса Козырского автодорожного техникума, я вступил в организацию «Союз молодежи ТВ». Это все начиналось еще с Автодора, когда то есть организовали волонтерскую группу в Автодоре, в техникуме, и потом это было 4 марта 2011 года, тогда проводился круглый стол на тему развития волонтерства на территории города Кызыла, и, оказывается, с тех пор уже прошло 11 лет. И этот круглый стол еще проводили Департамент культуры, спорта и молодежной политики города Кызыла. Ну и тем самым тогда презентовали деятельность, то есть молодежные общественные организации презентовали свою деятельность. И вот сразу после круглого стола я вступил в ряды Союза молодежи ТВ, это территориальная организация Российского союза молодежи. Там я в декабре 2011 года стал заместителем председателя, в 2015 году стал председателем. Ну и параллельно еще членом Центрального комитета. У нас прям уникальный человек был председателем того, здесь и там. Сложно было? Нет, тогда молодежная политика была очень интересной, потому что мы сами приходили, сами все для себя организовывали мероприятия. Сейчас, собираясь с ребятами, обсуждаем, мы прям с такой ностальгией вспоминаем, что мы делали, когда мы даже, так скажем, сами были маленькими, зато организовывали, выезжали в район, учили ребят всему, чему, то есть, чем мы владели и так далее. То есть, и тогда мы еще запустили первый, так скажем, мероприятие в формате зонального форума. Это мобильность молодежи, команда лидерства и бизнес. То есть форум делился на 3 площадки. Это команда образования, это лидерское направление, и третье это направление бизнес. Тогда еще про социальное проектирование прям такого никто не говорил. В целом это в России, наверное, только, внедрялись. Ну и мы проводили, то есть зональный форум мы проводили в 2 зонах. Это западная зона, в Агдаураке мы проводили, центральная зона мы проводили в Ховаксах. Ну, это прям замечательное время. Ну и тем самым потихоньку... Замечательное время. Ну да, сейчас придется ностальгировать и все. Это прекрасно, на самом деле, это же опыт. Мне кажется, у вас огромный багаж опыта, да. Да, в 2011 году мы еще начали форум «Това территория развития» Дурген. Тогда форум проводился впервые совершенно в другом формате, палаточный лагерь. Тогда я отвечал за волонтерский корпус форума. То есть самый такой форум, это прямо очень замечательно. Мы помогали поварам приносить воду, мы помогали по массовому сектору организовывать, проводить мероприятия. Мы отвечали за команды районов, то есть за каждым волонтером было закреплено одно студенческое землячество и 1 район. То есть мы отвечали. У меня тогда были Томское Тувинское землячество, которым президентом была Идегел Тумат. Она была президентом. И Чахольский район. У меня, получается, самая первая команда, которую я курировал во время форума. Замечательные ребята, до сих пор общаемся. Иногда, Ну, а сейчас уже взрослые люди, да,
На самом деле это классно, что, оказывается, основателями таких крутых форумов, оказывается, были вы. Ну, просто мне тогда было 10 лет, я совсем ничего не понимала, а сейчас я слышала про это, но не знала, что вот есть такие люди-организаторы. С этой целью, чтобы организовать «Твоя территория развития» форум, мы в составе 5 человек, мы поехали в Алтайский край на форум «Алтай. Точки роста». Поехали, там мы посмотрели все полностью, что да как проводится, волонтеры как работают, на каких условиях они живут. То есть это был 2011 год. Я, наверное, тогда мне даже 18 не было. Я не знаю, как меня допустили до этого форума, до сих пор не представляю. И я оформил доверенность на сопровождение меня на территории России и так далее. То есть, и посмотрели, как проводится форум «Алтай. Точка роста», приехали сюда, здесь уже мы начали потихонечку внедрять то, что мы посмотрели на форум команды ТВ-23, команда ТВ, говорю, ТВ «Территория развития». Вот, но это классно, что, знаете, когда люди хотят что-то сделать, но у них в голове какие-то проблемы, они постоянно что-то пытаются сделать, но не говорят, что не получается. На самом деле, смотрите, живой пример, человеку не было 18 лет, а он оформил доверенность и поехал, просто не было проблемы на самом деле, просто надо хотеть, чтобы что-то сделать. Горжусь вами. Ну, мой пример. Ну, и потом, получается, команду ТВ мы проводили до 2014 года. Нет, до 2013 года я точно принимал участие, и потом, 13-14 год, я ушел в армию, в 2014 году я не был, в 2015 году я уже подключился заново. Тогда мы отвечали полностью, то есть я отвечал за волонтеров и за мероприятия вне образовательной программы. Это всякие развлекательные, зарядки и так далее. То есть это в 2015-2016 году я за это отвечал. И потом уже 2017 года, если не ошибаюсь, то форум был переформатирован под команду ТВ, да, то есть на более такие условия, ну, то есть хорошие условия. Но формат команды ТВ это прям, ну вот, по вечерам сидеть за костром, надо будет гитару попеть. Но это незабываемо. Есть в Дургене есть свои фишки, Дургенский бассейн. Нет, там Дургенский бассейн есть. Там Дургенское джакузи есть, там Дургенское лобби место есть. Ну, и там, не помню в каком, 2018, наверное, году мы там выложили еще с камней надпись «Дурген». Я не знаю, в последнее время я там не был, но я надеюсь о том, что эти камни до сих пор там стоят. Да, покоряя Туву, возможно, поедет и посмотрит на эти камни. Я слышала тоже про команду Тувы 2030, но на самом деле я там не была, но сейчас очень жалею, поскольку его сейчас не проводят, да? Они проводили онлайн. Да, в 2021 году мы провели в онлайн формате, потому что организатором был летом, ну, то есть ограничения были, в декабре мы впервые тоже провели в онлайн формате. Я думаю о том, что если в 2022 году будет возможно, то, в принципе, я думаю о том, что мы справимся проводить и, ну, то есть в гибридном формате, то есть, не знаю, человек 50-60, может быть, очно, но с большей частью уже, так скажем, в онлайн формате. Ну, то есть, да, в гибридном формате мы, я думаю, что можем провести. Да, друзья, поэтому все зависит от нас самих, будет ли команда Тувы очно, дистанционно, поэтому надевайте маски, вакцинируйтесь, берегите свое здоровье, чтобы в дальнейшем мы могли проводить такие масштабные мероприятия уже очно, видя друг друга в глаза. Но что я могу сказать? Вы столько всего сделали и на данный момент являетесь руководителем агентства по делам молодежи. Мне кажется, это прям, знаете, дают же медальки за выслугу летом и за столько работы. Вот.
ваша, мне кажется, должность вот, идеально для вас подходит. Не сложно? Ну, сложно, наверное. Я был, так скажем, в основном общественником, так скажем, лет 10 точно я был общественником. Ну и из общественности перейти в, так скажем, государственную службу, да. Ну, то есть я не буду скрывать, потому что изначально там было сложно, потому что там очень много нюансов, именно в государственной службе, да, то есть тем более руководителям там надо все изучать, все как, с кем, как работать и так далее. То есть, но на сегодняшний день мы уже более-менее сформировались, и как коллектив агентства, как одна команда мы уже сформировались. Ну, я думаю о том, что... У меня вот такой вопрос. У нас есть агентство по делам молодежи, у нас есть департамент, там тоже что-то молодежная политика. Да, чем вы отличаетесь друг от друга? Отличие департамента, грубо говоря, да, то есть и агентство, департамент, он функционирует свою деятельность только на территории города Кызыла. А агентство мы координируем деятельность департамента, ну, то есть на деятельность государственной молодежной политики на территории республики. В том числе у нас, получается, в каждом муниципальном образовании есть специалисты по делам молодежи, ну, где-то где-то они называются специалисты по делам молодежи, где-то они по делам молодежи и спорта, где-то в Кызыльском районе специалист по социальной сфере, ну, так. Тогда Министерство культуры освещает все тогда, да? Как-то вот так вот. Да, ну, в смысле, получается, да, региональном уровне отвечаем мы, а на местном уровне, получается, вот районные специалисты, департамент и так далее, то есть вот они отвечают, так скажем, за реализацию государственной молодежной политики. Ну и не только они, получается, тоже мы совместно с ними где-то проводим мероприятия, они совместно с нами проводят мероприятия. Вот недавно мы с департаментом, ну как недавно, в ноябре мы с ними совместно провели Евразию, недавно наградили, наконец-то. Все равно в узком формате, хотелось бы, конечно, помасштабнее наградить, там желательно пригласить там больше людей, но сейчас мы в таком в узком кругу наградили. Вот. Ну и в дальнейшем у нас получается с муниципальными образованиями, в том числе и департаментом культуры, спорта и молодежной политики города у нас огромные планы. Ну что, вы работаете, всю жизнь работали. Ну а как на личном? Ну, пока что я, так скажем, процентов на 80 погружен в работу. С утра выхожу, вечером прихожу домой, чтобы поспать. Вам уже немало лет, да, так скажем, 20? Ну, мне 26 лет. 26 лет. Да. Надо уже ребенка. Ну, не знаю. Ну ладно, обещайте мне до 30 завести ребенка. Ну, не могу. Через 4 года я позову вас снова на нашу вечернюю ТВ, и тогда вы придете с сыном или с дочкой. Ладно, шучу. Но на самом деле я вам желаю тоже найти свою вторую половинку поскорее, потому что это же тоже прекрасное чувство. А поработать вы всегда успеете тоже. Да, с 70 лет до 80. Ну, ладно, спасибо. Приму ваши поздравления. Ну ладно. Ну что, дорогие друзья, с вами была я, Юля Барбакол, не забывайте про меня тоже, да? И прекрасный наш гость, руководитель агентства по делам молодежи Эртене Кулар. Вакцинируйтесь, берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Кстати, поздравляю с Днем защитников Отечества. Спасибо. Мы вакцинированы, поэтому мы можем... Да, вакцинация это один из самых лучших показателей, если мы, ну как лучше, один из таких критериев проведения мероприятий в офлайн формате, если вы хотите принимать участие в мероприятиях в офлайн формате, то вакцинироваться, ревакцинироваться, и тем самым уже у нас будет возможность в 2022 году встретиться в онлайне, и тем самым, чтобы попасть к нам на мероприятие, необходимо будет QR-код. И причем заранее
Не в момент мероприятия, а заранее, чтобы мы могли с Роспотребнадзором согласовать. И сейчас просто порядок. Очень сложная система. Поэтому, друзья, все зависит от нас, от вас. Берегите себя и своих близких. Хорошего настроения, прекрасных выходных. Вечерняя Тува, Юлия Барбакова.